Основной вопрос, который беспокоит сегодня оппозицию, это абхазо-российские отношения и манипуляция информацией, когда оппозицию обвиняют в ухудшении этих отношений. Но виновником этого Адгурардзинба называет президента Аслана Бжания. По его словам, оппозиция всегда выступала за то, чтобы сохранять стабильную обстановку в стране, так как дестабилизация в Абхазии может повлиять на весь регион. Несмотря на то, что был совершен государственный переворот, мы приняли участие в выборах, дабы не дестабилизировать ситуацию в Абхазии. А вы знаете, что если в Абхазии будет ситуация дестабилизирована, ситуация будет дестабилизирована и во всем регионе. Это касается и Кавказа, наших братьев Северного Кавказа. Не стоит забывать о том, что у нас у абхазов на Северном Кавказе более 800 тысяч наших братьев живет, черкесы, адыги, абазины и все остальные. И за Черным морем только в Турции больше миллиона, а в совокупности больше 3 миллионов черкесов, адыгов, все наши братья. Поэтому Абхазия это такой узел, здесь переплетается очень много разных направлений. По мнению Ардзинба, виновники напряженности между Абхазией и Россией – это Аслан Бжани и российские олигархи, которые действуют в сговоре, вопреки истинным интересам двух стран. Вопрос апартаментов – это личный интерес Аслана Бжания, группы бизнесменов, которые здесь в Абхазии, видимо, имеют огромные участки земли, которые являются, как их принято называть, латифундистами. Они сейчас решили, воспользовавшись вот этой ситуацией в России, где идет специальная военная операция с Украиной. Вот сейчас наше собрание началось с минуты молчания по тем ребятам, в том числе и нашим гражданам, которые там сложили голову. Мы об этом думаем. А в это время Аслан Бжания занимается тем, что с какими-то бизнесменами пытается освоить Абхазию, распродать по частям. Вот что происходит. Сборы подписей, которые якобы проходят по городам и селам среди работников бюджетной сферы, участники собрания назвали обманом населения. В документах, которые, по словам представителей общественных организаций, заставляют подписывать людей, говорится о поддержке инициатив президента, и опять возникает вопрос апартаментов, который на сегодняшний день снят с повестки. Сегодня говорят о том, что заработные платы, мы слышим по больницам, по учреждениям ходят разные всякие посланники власти, и людей заставляют, важно почему, заставляют подписывать некий документ, бумагу о том, что они поддерживают Аслана Бжания, они за отношения с Россией, они, если не будут за апартаменты, то зарплату они получать не будут. Так Аслан Бжания в 2022 году подписал соглашение, в котором уже лишил их заработных плат. Манипуляцией называет Ардзинба попытку обвинить абхазский народ в непослушании, которое привело к сокращению финансовой помощи из Москвы. Это сокращение было прописано в документе, который подписывал президент, говорит лидер оппозиции. Они в 2022 году, еще раз повторю, подписали соглашение, где софинансирование сокращается. Это подписанный документ, подготовленный Министерством финансов Республики Абхазия. Причем тут апартаменты, причем тут учителя? Я хочу задать вопрос, коли уж так они ставят. Аслан Бжания спрашивал у учителей, у врачей, у бюджетников, когда он закладывал их зарплаты под эти вопросы, под апартаменты и так далее. Кто-нибудь об этом знал? Как утверждает Адгурардзинба, президент нечестен ни с народом, ни с российской стороной, так как, согласно знаменитому протоколу Бжания-Казака, Бжания взял на себя обязательство выполнить то, что не находится в компетенции исполнительной власти. Он подписан в 2020 году. Если вы его откроете, этот план гармонизации так называемый, Аслан Бжания и премьер-министр вдвоем с абхазской стороны подписали документ, где они берут на себя обязательства. К примеру, там 5 пункт, 7 пункт. Вот 7 пункт. Разработка и принятие закона о финансовой аренде, лизинге, к примеру, о инвестиционном партнерстве и товариществе. Разработка и принятие. Слушайте, любой юрист с первого курса или просто любой, кто прочитал хоть одну книгу, вам скажет, что законы принимает не президент, законы принимает парламент. Как может президент подписывать документ, в котором берет обязательство о том, что парламент примет тот или иной закон? Более того,
он подписывает документ, в котором берет обязательства за парламент будущего созыва. То есть вот этот созыв парламента, который сейчас есть 7-й по счету, да, если я не ошибаюсь, его еще не было. Он в 2022 году только были выборы, да, в марте. И этого созыва еще не было, а Аслан Бжаня уже подписал документ, в котором они, оказывается, должны принять некие законы. Но это абсурд, друзья. Как отмечают члены общественных организаций, власти сегодня говорят о том, что все соглашения с Россией, за которые их критикуют, вытекают из соглашения 2014 года, того, которое подписывал экс-президент Рауль Хаджимба. На это у нынешней оппозиции есть свой ответ. Тема нашего сотрудничества заложена еще в договоре 2008 года. И попытка увести людей совершенно в другом направлении, о том, что якобы тема гармонизации началась с периода 2014 года, это не совсем верно. Я хочу просто раскрыть это, ссылаясь на сами вот эти документы, которые были подписаны, начиная с 2008 года. Договор вот этот большой в статье 23 черным по белому говорится, что договаривающие стороны будут принимать меры по унификации законодательства, регулирующего хозяйственную деятельность, включая гражданское и налоговое законодательство, а также законодательство в области социальной защиты населения и пенсионного обеспечения. Договор же 2014 года вытекает из этого посыла, который был заложен в этот большой договор. Но почему-то нынешняя власть считает, что гармонизация – это то, что было заявлено, мол, предыдущими властями. Ничего страшного в этом я не видел и сегодня не вижу, если правильно решать эти вопросы. Гармонизация и унификация не предполагает уничижение своего государства, умаление своих так называемых основ законодательства. В первую очередь, проводя даже ту же унификацию и гармонизацию, нужно учитывать свои национальные интересы, свое законодательство, которое не будет противоречить интересам нашего государства. Вот о чем идет речь. По словам Хаджимба, тогда, в 2014 году, российские власти называли соглашение проабхазским, но ничего не смогли скорректировать. Абхазская сторона смогла эффективнее отстоять свои интересы. И хочу, чтобы вы все знали, какая была дана оценка этому документу одним высокопоставленным чиновником из России, который непосредственно сидел в парламенте в присутствии всех депутатов. Он открыто заявил, что договор 2014 года не является договором в интересах Российской Федерации. Это договор чисто проабхазский. Вот такая постановка была дана этим высокопоставленным чиновникам. Как говорят оппозиционеры, ни один из обещанных Асланом Бжани инвестиционных или антикризисных проектов не осуществился. И это, на их взгляд, говорит о мошеннических намерениях. Презентовали в кабинете министров проект «Москва-Резорт». 20 с лишним миллиардов рублей инвестиций. Там десятками гектаров земли выделено. Поезжайте в Пицунду, поезжайте в Гагру, посмотрите. Кроме бурьяна и колючки там ничего нет. Адхарское форелевое хозяйство, где, по словам президента, еще должен был быть маленький уютный ресторанчик, где должны были сотни килограмм, тонн свежей форели, значит, наши граждане по дешевой цене получать. Поезжайте, посмотрите Адхарское форелевое хозяйство. Заросло бурьяном, колючкой, всех уволили, оставили там несколько человек. Вот здесь ребята с Адхары есть, расскажут. Ни одной рыбы там нет. Вся рыба, что была, они ее все ликвидировали. Хозяйство, которое бедное, царство ему небесное, Рожден Агрба, своим трудом, своими силами довел до сегодняшнего дня, они полностью уничтожили. Это что, мы, оппозиция, это сделали? Там и лабораторию уничтожили. Да. Теперь вопросы, касающиеся майнинг-центра, который они обещали, изымая у всех граждан Абхазии. Сначала легализовали майнинг, потом отняли у людей оборудование и сказали, мы с Россией договорились, на границе будет майнинг-центр, куда все ваше оборудование, которое изъято, мы поставим, вы сможете там зарабатывать деньги. Было же такое? Где майнинг-центр? Нет никакого майнинг-центра. То есть вот так, если взять ложные обещания, мы что ли помешали Аслану Бжане
отменить НДС, который он обещал отменить, приходя во власть. Он же обещал нам всем, что он отменит НДС. Ну, человек, который в понедельник обманывает, во вторник обманывает, в среду обманывает, в четверг обманывает, в пятницу правду не скажет. Мошенники, это вот, как вам сказать, высокого уровня, наверное, мошенники, которые весь абхазский народ на определенном этапе им сумели обмануть в 2020 году. В завершении встречи Тимур Гулия сообщил, что союз партий и организаций, состоящие из АНД, АРУ, АПСНы, Форума народного единства и объединения «Наша столица», своим лидером или центром притяжения видит Адгура Ардзинба. А он, в свою очередь, призвал всех, забыв о личных амбициях, спасать страну. Олигархические деньги, серьезные силы, пользуясь тем, что высшее руководство России занято специальной военной операцией, они здесь, в Абхазии, решили реализовать свои вот эти грязные дела. И поэтому вопрос сейчас стоит на этих выборах или до выборов, неважно. Если мы эту власть не поменяем, эту команду не уберем от управления страной, Абхазии не будет. Мини-бизнесы, малое, что каждый, кто имеет, это все умрет. Богатейшие люди будут зарабатывать. Аслам Жания со своей, видимо, семьей тоже рассчитывает там иметь какую-то долю. Они будут богатые. Плюс к этому еще хотят Росгвардию не мытьем, так катанием сюда привезти, чтобы мы с вами голодные, злые, им не мешали жить. Вот так вот с заборами себя огородить. Вот какую модель сегодня Аслам Жания предлагает. Все, что нам дорого, все, вот, что нас греет изнутри, что нас, когда мы выезжаем за пределы Абхазии и скучаем по своему дому, вот все, что нас вот это тянет, это всего этого не будет. Вот какой вопрос на повестке стоит. И в этих условиях личные амбиции все должны убрать. Не все должны убрать личные амбиции. Иначе не надо нам рассказывать, какие вы патриоты. Что именно будут предпринимать оппозиционные силы, главы организации не уточнили, но призвали народ не поддаваться провокациям и проверять всю информацию, поступающую даже из официальных источников. Марианна Котова, Турник Амичба, Абаза ТВ.